Однако процесс переселения ингушей на плоскость длился еще не один десяток лет. По тем же письменным источникам, в основном русских летописей, второй половины XVI века, мы видим, что с этого времени совершаются постоянные вот эти вот военные экспедиции вот в восточном направлении. И эти экспедиции, и эти вот военные набеговые мероприятия становятся уже постоянными. Это уже, в свою очередь, является большой помехой в данном случае для ингушей, которые пытались вновь освоить свои плоскостные земли. В целом массовое переселение, обратное переселение, возвращение ингушей на равнину началось, как говорят ученые, в 17 веке. А ученые свидетельствуют, что в Тарской долине было ингушами выстроено более 60 башен в свое время. На картах 1830-х годов остатки этих башен зафиксированы, их в большом количестве. В 1745 году грузинский историк Вахушти Багратиони в своем труде «Картлиц Сховреба» так описывал Ангушт и его жителей-ингушей. А к востоку от села Глигви находится ущелье, речка которого истекает из Срединного между ним и Пангиси Кавказа. Имеется в виду река Кулейхи. Идет от юга к северу, сливается с Глигви-Цхали, река Асса. И потом стекает в Борагни-Цхали с запада. И это ущелье со строениями, селениями. На этой речке находятся ангусты. Это по-ингушски ангушт. Селение большое. И ущелье это со строениями и селениями, а жители ангусты похожи на черкесов. По вере магометане, сунниты. Осваивая Тарскую долину в северном направлении, жители Ангушта основывают селение Шолхи в ее противоположной оконечности. А в 1770 году Иоганн Гюльденштедт описывал уже 24 ингушских селения, располагавшихся у выхода рек Сунжи и Камбелеевки из горных ущелий, сгруппированные в две колонии. Большие ангушты с центром в селении Ангушт и малые ангушты с центром в Шолхе. В 1781 году подполковник Леонтий фон Штедер в округе Малые Ангушты насчитал 200 ингушских семей и отмечал, что одна лишь эта колония, благодаря ее мужеству и силе нации, могла держаться, сбрасывая при каждой попытке кабардинцев налагаемое ярмо. В 1760 году подобный набег отразили и жители Ахки-Юрта. В документе 1756 года, составленном русскими миссионерами, в числе посещенных ими селений упоминаются и другие селения, причисленные ими к Ингушскому округу. Джайрах, Хонская деревня, селение Тейпа-Ханиевых, Тарская деревня, поселение Тейпа-Таршхоевых. Именно к названию этой деревни восходит современное название долины Ангушта – Тарская долина.